Великая Отечественная война – история, которая не отпускает. Как она изменила мир, Россию и Абхазию? Что из этого опыта работает сегодня и что останется, когда уйдут последние свидетели? Об этом будем говорить с историком Асланом Авицба. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Добрый день. Итак, сегодня многие постсоветские страны переписывают историю Великой Отечественной войны. Как это не обидно, да? Как вы считаете, что можем противопоставить мы? Мы с вами этому глобальному процессу вряд ли что-то противопоставим. Но это вообще процесс, очень большой вопрос о том, как историография иногда становится заложником большой политики, геополитики. Вы правильно сказали, почему постсоветские государства переписывают историю Великой Отечественной войны. Но переписывать не то, что в угоду своей истории своего государства, но переписывают, как Путин говорит, антироссия, да, переписывают, потому что это советское прошлое, которое они называют оккупацией, в угоду другим центрам притяжения сегодняшнего мира или мироустройства. Но мы что можем противопоставить? Я могу сказать, что Абхазия – одна из самых маленьких стран на постсоветском пространстве. Но также одна из самых, может быть, самая традиционная страна в смысле восприятия и отображения своей историографии, истории Великой Отечественной войны. Ну и сразу скажу, в чем это проявляется. Да? Во-первых, в исторической памяти. Историческая память формируется не только историографией, но историография занимает очень важное место в формировании исторической памяти. Потому что мы все так или иначе где-то учимся в школе, в университете, смотрим телевизор, а в телевизоре иногда по телевидению преподносится невзначай. Это уже как получается, невзначай позиция государства по отношению к тому или иному историческому факту и историческому явлению. Поэтому я могу вообще сказать, что сегодня вопрос геополитики и историографии я бы всем посоветовал, маленьким или большим, и очень влиятельным и невлиятельным людям, когда они решают, кто стратегический союзник, а кто союзник по обстоятельствам, посмотрите, пожалуйста, на историографию. Именно вопрос, как представлена история Великой Отечественной войны в историографии стран и народов. Если геополитически сейчас кто-то дружит, не объявляет какие-то санкции или не присоединяется к санкциям, но в учебнике по истории написано, что Великая Отечественная война не была таковой, а была частью Второй мировой войны, и непонятно, кто одержал победу, Советский Союз или США в союзничестве с Англией. И там вы поймете, кто чей друг, и кто, когда отмечает День Победы. Кто-то 8 мая, кто-то 9 мая. Было бы хорошо, если бы люди, которые наделены какими-то полномочиями, определят, кто чей друг, по большому счету, смотрели бы на историографию. Да, то есть вот этот исторический факт, да, вот это, скажем так, боевое содружество, которое в тот момент было, да, боевое братство между разными странами, республиками Советского Союза, между разными народами. Сейчас это как показатель того, кто кому может быть другом, у кого какие корни дружественные, да, и кто кому может быть как бы союзник по просто каким-то обстоятельствам. По обстоятельствам, да. Вот я и говорю, да, это показатель отношений на постсоветском пространстве точно. Это маркер, кто чей друг. Как война, Великая Отечественная война и послевоенная политика
памяти, да, повлияло на самоидентификацию абхазов? Было ли такое влияние? Наверняка, да, было осуществлено. Почему, на ваш взгляд, вот в Абхазии не было такого движения, как это было вот в 90-х, да, когда сносились памятники и так далее, и так далее? Почему наша страна не попала вот в такую ситуацию? Почему не возникло такого желания, скажем так, да, у абхазов? В той же Грузии, там, в Прибалтике, это само собой, там, в Украине сносили памятники и до сих пор. Вот что такие факты говорят? О чем такие факты говорят? Это тоже самостоятельный глобальный вопрос, конечно, если обсуждать. Мы с вами нередко обсуждали, в том числе здесь, на вашей студии, что у нас концепция двух отечественных войн. Это сегодня у нас в историографии считаем, что у нас в истории в 20 веке были две отечественные войны. Это, соответственно, Великая Отечественная война и война 1992-1993 годов с Грузией. И вообще очень интересно, да, терминология, связанная с нашей войной, с войной в Абхазии, во многом схожа с терминологией Великой Отечественной войны. Например, после освобождения Гагры, эту дорогу от Гагры до границы с Россией мы называли дорогой жизни. По аналогии с дорогой по Ладожскому озеру во время блокады Ленинграда. А блокада Ленинграда, у нас блокада Кварчала. То есть вот один в один много аналогий, один в один. И многие, те, кто изучают наши местные авторы и зарубежные, в основном российские, замечают, что у нас постоянно мы говорили, что вот наши деды защищали свою родину от фашизма в 41-45 годах, а их внукам пришлось защищать свою страну уже в 92-93. То есть вот эта преемственность, она как бы идет оттуда, преемственность. И потом важный вопрос. Мы доказывали свое право на самостоятельное существование по советским законам. И у нас руководитель Абхазии, потом первый президент Абхазии Арден был носителем этой идеи. У него отец был участником Великой Отечественной войны, и он уже в ходе войны 9 мая 1993 года в Гудаута, город, который был столицей во время войны, там отмечали День Победы. Тут много взаимосвязанных вещей. И потом, что делалось? Это делалось потому, что если в Абхазии что-то делается именно так, то в Грузии это делается от противного. То есть тут играет, вот эти процессы тоже играют. Вы знаете, Абхазия выступала против раздела Советского Союза, а Грузия была против существования Советского Союза. Соответственно, все советское они там объявили оккупационным периодом. Они даже отменили все свои советские законы, на основании чего мы потом приняли свое постановление, что вы, если отменили свои законы, по которым мы входили в ваш состав, значит, мы уже не входим. То есть тут много чего сопряжено друг с другом, и вот это их самоидентификация, что они противопоставили себя против советского наследия. И потом очень существенный факт. У них 300 тысяч солдат, волей или неволей, оказались на стороне вермахта, грузинский легион. И они в какое-то время, даже до грузинской мечты, вот сейчас, до 14-15 годов, были объявлены героями Грузии. То есть их... Вот у меня как раз такой вопрос. Вы, как историк, как оцениваете риски легимитизации вот этого, скажем так, предательства, коллаборационизма в некоторых странах, из тех же бандеровцев, например, да, когда делают героев, вот вы сейчас пример Грузии упомянули, не создает ли это опасный прецедент, когда тогдашние предатели становятся сейчас героями, а фашизм определяют там не по делам, а по каким-то политическим интересам или же по, скажем так, географическому положению? Конечно, существует опасность. Эта опасность, опять-таки, я говорю, это глобальная опасность. И каждый из нас на своем уровне должен как бы принимать шаги, чтобы оказывать на это влияние. На своем уровне, понятно.
Если бы каждый на своем уровне делал бы, что мог бы, конечно, может быть, этого не было бы. Но другое дело, противостояние, удвижение себя через силу будет, до тех пор будет существовать человечество в таком виде, в каком мы его знаем. А нацизм или фашизм – это явление неистребимое. Оно всегда будет. Дело в том, что и всегда будут люди, которые будут стремиться использовать их своих вот эти явления, нацизм, фашизм, терроризм и так далее. Всегда будут люди, которые захотят и будут использовать их в своих целях. А что сделать, чтобы этого не было никогда? Невозможно ничего сделать, потому что я уже сказал, пока мир существует в таком виде, в каком мы сегодня его видим, а он идет по пути к тому, что вот вы сказали, да, к чему мы придем, если мы все меняем местами. Мы поменяли местами правду и ложь. И никому не интересно, где правда, где ложь, где история, где не история. История сегодня заложница политики. И не важно, что происходит, а важно, как об этом скажут мейнстримные СМИ и так далее. Ну, в такой ситуации очень сложно говорить, в принципе, не только сейчас, очень сложно говорить о правде и справедливости, если вообще они есть в жизни. Уже про глобальную политику невозможно говорить в контексте справедливости. Один великий человек, вы помните, до нас говорил, нету правды ни на земле, ни выше. Но мы пришли к этой ситуации сегодня. Вот поэтому существует, конечно, опасность, глобальная опасность, что возьмет вверх именно то, что мы считаем неправдой. Тогда такой вопрос, что перевешивает? Вот идеология или же все-таки архивы, документы, материалы, на основе которых можно как бы, выстраиваться, допустим, совсем другая история? И что могут сделать ученые, там, общественность? Потому что не хотелось бы, знаете, как бы опускать руки и говорить, что вот мейнстримные СМИ говорят свое, и действительно людям, оказывается, которые там свои ежедневные проблемы решают, им, оказывается, неинтересно, да, что там ломают копья. Но им некогда разбирать. По большому счету, да. Но кто-то где-то на Ближнем Востоке убивает сотни тысяч людей, им это неинтересно, потому что людей миллиарды, несколько миллиардов, да, лишних, как они преподносят это. Ну, это как бы сейчас, я говорю очень грубо, но это проза современного бытия глобального. Ну, архивы, историография может уберечь от конечно, такого? да, я хочу к этому прийти. Если бы я, вот вы сказали слово «опустить руки». Если бы я опустил бы руки, я, наверное, к вам не пришел бы. Я не зря говорю, что каждый на своем месте должен делать то, что он должен. Ну, кто-то с архивами, кто-то с другими источниками, с литературой и так далее. Но мы все должны стремиться более или менее к правде, независимо от того, сколько людей воспринимают эту правду. Ведь слово не перестает быть словом из-за того, что его перестали слышать. Поэтому правду надо говорить, если даже мало кому она нужна. Если даже из-за этого говорящий правду иногда становится не в тренде, да? Мы к этому как бы привыкли, и многие уже не смотрят на то, что это в тренде или не в тренде, но стараются быть в соответствии со своей совестью и со своей профессией. Как вы считаете, вот в наше время вот этот негативный смысл, вот прям очень негативный смысл слова фашизм, фашист, он как бы нивелировался сейчас? Он звучит сейчас не так, как, допустим, в прошлом веке, в 40-е годы прошлого века, вот если сравнивать с сегодняшним днем? Ну, смотря где. Если сами представители движений фашистских, конечно, он никогда не нивелировался. Но проблема в том, что то, что мы с вами называем фашизмом, те, кто используют этих фашистов в своих целях, им не говорят, своему народу не говорят, что они в союзе с фашистами. Они называют фашистами именно других людей.
Вот подмена ценностей происходит. Когда белое становится черным, а черное белым. И с этим сложно что-то противопоставить. Вот идет война уже на всех фронтах. Ну, на поле битвы, на информационном фронте, на историографическом фронтах. Вот и поэтому тут люди простые, далекие от этих вещей, им очень сложно разобраться, кто фашист, чем был фашист при Гитлере, чем есть сейчас фашист тот, кто воюет в угоду его руководства, его страны. Он не понимает. Ему не говорят, что фашистов используют. Ему говорят, что они воюют за свободу. Все, вообще, кто воюет за свободу. Наверное, как-то вот на протяжении всего этого времени, когда, допустим, и страны чем-то были заняты, какие-то идеологии там меняли друг друга, наверное, был смысл в том, чтобы люди понимали характеристики главные, да, фашизма, да, что это значит. Вот скажите, чтобы наши радиослушатели это поняли и могли, допустим, отделить какие-то действия от действия там фашиста. Какие показательные моменты? Сейчас мы с вами, конечно, не скажем, что фашист вот это делает, а не фашист этого не делает, да, это сложно. Это человеконенавистническая да, самое идеология, это фашизм в прочтении Гитлера была избранная нация. Вот вы, если помните, он говорил, что у нас арийская нация немецкая, еще там голубая или сине-голубая какого-то цвета крови, остальные люди хуже нас. В лучшем случае многие не имеют права жить. В лучшем случае живут те, которые будут обслуживать нашу арийскую расу. Да? Первое, это вот то, что вы говорите, человеконенавистническое, да, с точки зрения других людей, это выглядит именно так. Но с точки зрения тех людей, которые потом говорили, что мы не виноваты, нам приказывал фюрер, но они-то следовали этому, им-то, когда им сказали, что вы самая лучшая избранная нация, они же это... Они обрадовались. Они это приняли, и они начали вести себя соответственно. Это примерно так, как себя ведут все представители нацистской идеологии, которые считают, что вот они по каким-то законам выше других людей. А тут уже это речь не идет о том, что о политике, о войне за свою страну, за свою свободу. А когда ты начинаешь утверждать, что я как человек родился выше, чем другой, по крови другой, это уже проявление какого-то даже психологии, скажем, психики. Да? Но все вот эти направления, конечно, там не без психологии. Ну, мало говорят об экономике вот в аспекте победы, да, в Великой Отечественной войне. Была война, был голод, но фронт снабжался стабильно, регулярно, так что хватало и оружия, и продовольствия, скажем так. Как вы считаете, чему можно поучиться вот у того времени нам сегодня, сейчас? Как это ни звучало бы парадоксально, я скажу, у того времени нам сейчас надо учиться всему. Во-первых, за что или что должен человек, какие материальные блага получать, чтобы воевать за Родину? Первый вопрос. Второй вопрос, вот вы говорите, все хватало. Конечно, всего не хватало. И на фронте тоже порой не все хватало, но лозунг «все для фронта», «все для победы» работал вот этот лозунг. Вот в этом плане нам всем надо учиться у того времени. Конечно, были издержки. Когда решаются большие глобальные дела, есть несправедливые вещи, которые приносятся в жертву более большим идеям, к сожалению. Не без этого. Это судьбы людей. Бывают ошибки в разработке операций. И главным результатом этих ошибок являются человеческие жизни. Сотни, тысячи, может, даже десятки тысяч людей в одних операциях теряли из-за, скажем, неправильной подготовки или разработки планов, операции. Но на войне
Тоже, как и во всей жизни, надо учиться. А учишься где? По опыту учишься. То, что ты в теории знаешь, да, это не всегда работает на практике. Суворов говорил, теория без практики мертва. А Суворов – это великий человек, это генералиссимус, он знал, о чем он говорил. Ну, пройдет еще лет 20-30, и не останется в живых ветеранов ни одного человека, ни одного живого свидетеля. Ну, память станет бумажной, там, цифровой, и ритуальной, да, вот когда приходят просто поклониться, возложить цветы. Ну, в этом нет уникального, потому что все войны уходят в прошлое, и действительно какое-то время помнят, потом уже это остается, наверное, больше в памяти тех, кто изучает, историков и так далее. А как вы считаете, будут ли через 30 лет говорить о Великой Отечественной войне? Это будет как какая-то легенда? Или это будет какая-то обязаловка в школе? И что мы должны сделать сейчас, чтобы память оставалась живой, а не превратилась в какую-то формальность? Да, все ваши вопросы глобальные. Во-первых, для чего нам надо это делать? Потом я постараюсь сказать. Для того, чтобы мы остались людьми, нам это надо сделать, во-первых. Если мы хотим быть людьми. Ибо человек может быть таковым, если у него есть память. Другое, что нам надо сделать для этого? Мы должны понимать, мы сейчас живущие, да? И поскольку эти люди, великие наши герои, живущие сегодня, они не являются теми людьми, которые сегодня определяют политику. Это не потому, что кто-то из них, я сейчас говорю, может быть, какие-то кощунственные вещи, это мы, те народы и страны, которые уважают Великую Отечественную войну, и это уважают не потому, что несколько десятков или тысяч этих героев пока живы. Не поэтому. Мы уважаем для того, чтобы не потерять себя в настоящем. Ведь в настоящем мы не потеряем себя, если мы будем помнить свое прошлое. А без прошлого у нас не будет ни настоящего, ни будущего. Мы должны сопоставлять эти вещи. Не говорить, что это уже было, а что-то другое будет. А другого не будет, будущего счастливого или нашего будущего не будет, если у нас не будет именно нашего прошлого. Если мы же понимаем, история – это прошлое народа, и история тоже, знание о прошлом не терпит вакуума. Если мы откажемся от своего прошлого, его заполнить чужим, а если мы будем учить чужую историю, воспринимая его своей, мы в будущем не будем самими собой. Это очень сложные конструкции. И те люди, которые имеют какое-то отношение к формированию исторической памяти и исторической политики, если хотите, да, у государства должна быть историческая политика. Они должны быть ответственны перед настоящим, перед будущим, при этом преподнося правильно свое прошлое. Эти категории не абстрактные. Не абстрактные. И это не абстрактные категории прошлое, настоящее и будущее. Поэтому надо к ним относиться соответственно. И быть ответственным перед всеми тремя категориями одновременно. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что мы говорили с историком Асланом Авицбо, говорили о Великой Отечественной войны с точки зрения историка, с точки зрения дистанции сегодняшнего дня. Спасибо большое.